Вы нам оборудование для слежки и прослушивания граждан, мы вам свободу в коммерческой и хозяйственной деятельности, то есть покровительство. Именно так тезисно можно обрисовать сообщение шведско-финского медиакоммуникационного концерна TeliaSonera по поводу запроса Генпрокуратуры Таджикистана оборудования для тотального контроля за населением. Международный концерн TeliaSonera, отделение которого в Таджикистане известно как сотовый оператор TCL, сообщил на официальном сайте, что Генеральная прокуратура Таджикистана осенью запросила у них оборудование для слежки. Силовики обосновали запрос необходимостью технической поддержки государственных структур, которые занимаются расследованием событий вооруженного мятежа, а также особо тяжких преступлений, совершенных гражданами Таджикистана в рядах международных террористических организаций на территории зарубежных стран. Примечательно, что прокуратура не пожелала закупать это оборудование. Правоохранительные органы просто пообещали не препятствовать коммерческой и хозяйственной деятельности. То есть получается, что если компания не даст аппаратуры, органы Таджикистана навалятся на нее с проверками, придирками и штрафами. Компания подчеркивает, что TCL выполняет запросы только если удостоверится, что оборудование будет использовано исключительно для ведения слежки за незаконной, в соответствии с местным законодательством, деятельностью. Мы не вмешиваемся в политику и не делаем политические заявления при представлении нашей компании. Компания так и не уточнила, поставила ли в Таджикистан оборудование для прослушки или нет. Как часто бизнесу власть Таджикистана ставит такие ультиматумы: мы вам крышу, вы нам за бесплатно оборудование. Как это влияет на экономику страны и ее инвестиционную привлекательность? Мнение эксперта. У нас вообще в республике не такая уж большая, допустим, бизнес, но есть бизнес, но этот бизнес, допустим, очень хорошо знаком правительству, потому что это где-то часть его. Поэтому я не вижу ничего такого, чтобы, допустим, было какое-то вмешательство правительства в бизнесе. А если для прослушки, допустим, других группировок, это связано с атмосферой, которая сейчас царит в Центральной Азии и вообще в мире, потому что борьба с терроризмом. И я думаю, что это связано с тем, что в последнее время очень обострилась обстановка в Афганистане. Это же мы граничим с Афганистаном, это недалеко. Может быть, связано с этим.